В России набирают обороты истории с так называемыми «черными вдовами». Человек быстро женится, подписывает контракт и едет на войну за деньги и погибает. А после этого вокруг его наследства разворачивается настоящая битва за миллионы рублей гробовых. То есть ты находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. Это рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят вот с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку. И ищут опять нового? Не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Слушай, это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. Так произошло с Романом Горяшиным из Якутии. По словам его дочери Екатерины Лазаренко, отец женился за сутки до отправки на фронт, а женщина до этого не была частью его жизни. После гибели Романа черная вдова получила ключи от квартир и машины, сняла с его счетов более миллиона рублей, пока дети бегали по банкам и оформляли справки. Всем здравствуйте, я Лазаренко Екатерина Романовна, уроженка города Мирной Республики Саха-Якутия. Хочу вам рассказать о инциденте, в котором, к сожалению, нам просто не может никто помочь. Местные органы власти города Мирной, к сожалению, открещиваются и скидывают это дело. То есть мы столкнулись с вопиющим беззаконием в адрес нашей семьи. Суть в чем? Наш отец, Горяшин Роман Петрович, погибший при исполнении боевого задания 12 августа 2025 года, он почетный гражданин города Мирный, волонтер, его многие знают. Проработал также более 20 лет в крупной алмаздобывающей компании «Алроса». То есть заключил брак с гражданкой, имени назвать пока что не буду, менее чем за сутки до своего ухода. То есть уже после подписания контракта добровольно на СВО 24 июля 2025 года заключил брак по инициативе женщины, этой, так назовем ее, и 25 июля он уже ушел. У нас есть подтверждающие переписки о том, что брак был заключен фиктивно с целью того, чтобы эта гражданка вытащил нашего отца с зоны СВО. Но когда он пропал, эта женщина присвоила себе ключи от всех его квартир, ссылаясь на то, что она жена, пользовалась имуществом нашего отца, в том числе автомобилями, гаражами, 2 квартирами. Помимо этого, когда он уже признан был погибшим, вернее, в процессе это признания погибшим, она не предпринимала никаких действий в поисках нашего отца, транспортировки нашего отца, она сняла себе с его счетов более миллиона рублей. У нас есть подтверждающие также переписки о том, что она спрашивала пароли у командира части нашего отца, где он проходил службу, от его карт, нежели беспокоиться о его самочувствии и где он находится. Также она отказалась от опознания, ей было все равно кого хоронить. Полгода и она практически не работает, катается по отпускам, живет свою беззаботную жизнь. Помимо того, что она сняла и украла у нашего отца деньги, денежные средства, когда он уже был умершим, погибшим, и пользовалась ими, также написала заявление на мою сестру о том, что моя сестра-студентка якобы предоставляет фиктивные справки, чтобы претендовать на выплаты. Конечно, суть этого всего просто деньги и просто корысть. Ей нужны были социальные выплаты от погибшего участника СВО, ей нужно наследство. Она не проживала ранее с нашим отцом, у них не было отношений, мы о них не знали, наша семья о них не знала, ни по линии отца, ни по линии моей матери, с которой они разведены. То есть, и помимо того, что у нас есть все доказательства, переписки, факты и свидетели, просто закрывает глаза и не признает этот брак фиктивным, к сожалению. Мы, конечно же, обращаемся и не даем этому спуску. Мы с сентября 2025 года боремся с этим и идем, и будем идти дальше, но я хочу, чтобы это дало общественный резонанс. Потому что прокуратура, к сожалению, города Мирный в 3-й раз продлила сроки рассмотрения нашего заявления. И они ссылаются на то, что они якобы когда-то давно, то есть общались, и это может быть показанием того, что брак настоящий. Но нет, есть факты воровства денежных средств, хотя они говорят о том, что он сам самостоятельно якобы переводил эти средства. Есть факт того, что она там занималась самоуправством и не пускала мою сестру, дочь нашего отца, от первого брака в квартиры и не давала пользоваться имуществом, хотя моя сестра это наследница. Вот. Также она писала нам оскорбительные всякие сообщения, в общем, очень много всего. В Инстаграм Екатерины вышло более 10 видео о судебной битве с новой вдовой и наследстве. У нас есть и доказательства, короче говоря, мошеннического фактора, то есть человек меньше суток воспользовался моментом, мы вскрыли переписки, оказывается, это просто убедила как-то, что она поможет нашему отцу уйти со СВО, поможет его вытащить, если он сделает ее своей женой. Но когда он погиб, она слямзила со счетов деньги, полгода не работает, она улетела в отпуск. Конечно, говорит она о том, что у них там была любовь, поставила их общие фотографии на фото, причем фотографии 2015 года, они там были в отношениях, то есть да, это я вам скажу, это бывшая его супруга, с которой он пробыл месяц он пробыл с ней, потом, когда он женился на ней, она сказала: все, отказывайся от своих детей, переписывай все квартиры, все на меня, больше не плати алименты своим детям, не давай ему денег, забудь про свою бывшую жену. То есть отец сразу с ней развелся, как только понял. Короче говоря, у нас много-много переписок о том, что наш отец жил один, что и все квартиры, которые у него есть, все имущество, все он покупал самостоятельно. То есть он, когда даже уходил и подписывал контракт,
Он данные указал у нас ни о какой жене, никакой женщине, сожительнице даже не было речи. Есть соседи, есть коллеги, есть свидетели того, что они не были вместе до момента ухода. Переписки, у нас там целая книжка просто того, что отец был в отношениях с другими женщинами, что просто до последнего дня он вообще не думал ни о женитьбе. Знаете, когда человек планирует жениться или выйти замуж, он об этом хотя бы говорит кому-то. Мы с отцом близко общались. Этот человек поливал грязью, писал унижения, всякие оскорбления неоднократно мне, моей сестре. Более того, она ради выплат, у меня сестре, то есть 21 год, она получает высшее образование, и, как бы, скажем так, она взяла и подала прокуратуру на мою сестру, потому что сестра предоставила липовую справку, и оказывается, якобы, что моя сестра ради выплат предоставила эту липовую справку, что она не обучается, чтобы просто получить выплаты. То есть и человек, просто не принеся ничего в эту семью, одно только говно, пытается нажиться, и пытался нажиться. То есть она втихаря слямзила наследственные деньги, которые еще не были заблокированы, наслямзила счетов отца деньги и уехала в отпуск. То есть сейчас у нас идут разбирательства, Мирнинская прокуратура никак на это не реагирует, никак не хочет нам помогать. Типа якобы, она же жена СВОшника, нам потом влетит. А то, что мы дети СВОшника, извините, которых просто наглым способом обманули, кинули, отобрали все, мы считаем это факт мошенничества. Мы будем, конечно, бороться до конца. Я верю в то, что мы выиграем это все дело. И более того, она вернет все средства, которые она за это все время слямзила. Она просто украла их, потому что все с момента гибели это наследство. Это все входит в наследственную массу. Она взяла просто в крысу, пока это все не заблокировалось, пошла в банк и все к себе прибрала. Как бы мы не знаем, у отца были накопления, помимо того, что у него были деньги там за входные, за СВО, за это вот все. И как бы она дружненько себе все это слямзила. Уехала, почти полгода она не работала, на что она жила вот одна, скажем так, да, женщина, может, она уже мужчину какого-то нашла, да, уже какого-нибудь несчастного еще одного СВОшника и ждет просто его гибели. Как бы есть такие женщины, да. Поэтому мы боремся за то, чтобы она просто получила, скажем так, какую-нибудь, знаете, административку уголовную и вернула все, что взяла. И прокуратура заявляла, что она смотрящая, там ружья. Она мою сестру не впускала. Мы писали там 2 или 3 заявления, что ли, о том, чтобы моя сестра прошла в квартиру своего отца, как бы это ее отец, здравствуйте. Она не впускала туда никого вообще, потому что она смотрела за ружьями. Ладно, оружие изъяли, но до сих пор никто не допущен в квартиру, скорее всего, из квартиры все вытащено, просто опустошена квартира. У нас есть фотографии, у нас есть все, как квартира, какой она была на момент того, когда последний раз там была сестра, то есть, в принципе, здесь вообще догнать несложно. А во-вторых, то есть, документов нет, как она пользуется имуществом, есть, тем более, если ее остановят на автомобиле, что она предоставит, у меня вопрос. То есть, да, она целенаправленно укрывает, документы от следствия, от наследников. И, в принципе, как бы, это все вопрос времени. Мы, естественно, доставим и предоставим. Просто нужно позаморочиться с заявлениями. Что еще хотела рассказать? Про то, что банк ВТБ не списал отцу кредит. Короче говоря, он пошел оформил кредитные каникулы, когда уходил, то есть подал заявку. Погиб он непосредственно на боевом задании. То есть моя сестра ходила уже после похорон туда и предоставляла документы. То есть его чудесная супруга любящая не ходила, получается, в банк с июля месяца. Она вообще не заморачивалась. Она ни по кредитным каникулам не сходила, ни по долгам. То есть все делала моя сестра после похорон и со справками бегала, узнавала по поводу всех нюансов, предоставляла все документы. То есть, отца, да, как у всех были кредиты. То есть в Сбербанке закрыли ему кредит полностью. То есть, человек умер на СВО. Да, там есть такие нюансы сейчас тоже. Если там было ранение, но умер человек в тылу или там уже на гражданке, то могут какие-то выплаты и какие-то льготы уже не давать. То есть, понимаете, это вообще жесть. Да, хотя человек принимал участие на СВО. То есть там еще разбираются. У меня у знакомых есть такие случаи, когда просто люди через суд доказывают, что это было ранение на боевом задании, просто вследствие его он погиб уже, там, загноение какое-нибудь, да. Но наш отец умер непосредственно прямо на боевом задании. Есть справки все об этом. Мало быть того, что человек там погиб, защищая родину, да, он ходил сам, так моя сестра еще ходила, так они еще навешали проценты с июля месяца за то, что, он не платил. Здравствуйте, а как кто будет платить, во-первых,
Это сейчас наследство все, то есть все заморожено. Во-вторых, что он, ну реально, с небес будет платить вам, гасить кредиты, ну что за цирк? Вам принесли все справки. Он сам входил. Во-первых, мы должны подключить были кредитные каникулы, во-вторых, мы должны были все списать. Возможно, нужно немного времени. Но вот на данный момент, на январь месяц, у него просто кредит с процентами бешеными. И мы просто, сейчас будем тоже с этим разбираться, бороться. И на самом деле ВТБ банк, например, тоже очень ко мне работает, потому что мы тоже обращались с супругом, у нас тоже были нюансы, а они прям очень долго все делают. Еле как, долго все тянут. Я не знаю, я вообще отказалась быть клиентом этого банка, этим банком я давно не пользуюсь, потому что меня просто не устраивает. Ты придешь в офис, просто никто ничего не знает. Потому что это актуальная тема, к сожалению, сейчас чуть ли не каждую третью семью коснулась, то есть кто-то потерял сына, кто-то потерял брата, кто-то потерял супруга. Ко мне очень много девчонок приходит, практически вот 90% клиенток, у кого мужья, там, братья, либо погибли от сына СВО, либо они находятся там. То есть это на самом деле, очень такая страшная, тяжелая ситуация на данный момент. И с несправедливостью и беззаконием в плане каких-то выплат, льгот, в плане того, чтобы добиться чего-то, доказать что-то, к сожалению, не все люди в силах бороться, то есть и не все понимают, как это делать. То есть, может быть, я кому-то буду полезной. Или кто-нибудь мне поможет, например, 10 подписчиков. Вот такие дела. Помчала я, короче. Эта женщина в прокуратуре клялась, божилась, что она не претендует на наследство, ей это не нужно. Она бедная несчастная жертва, которую заклевали дети. Мы так ее не приняли и не любим. Потом она также писала мне, моей сестре, что я не претендую. Вы что, девочки, не претендую, это все ваше. Божилась там. Помимо того, что она подала на мою сестру, на то, что моя сестра якобы мошенническим путем пытается получить выплаты за гибель участника СВО, то есть что подделала документ, якобы, что она учится. Естественно, эта женщина вступила в наследство, аппетит растет во время еды, как говорится, да. Она еще пыталась убедить мою сестру о том, что нужно, когда человек погибает в течение полугода со дня смерти, нужно вступить в наследство. Нужно вступить в наследство. Но она пыталась мою сестру младшую убить. Она же думает, что такие прям дурочки наивные, наверное, что, мол, мы поверим, что якобы мы не вступим в наследство, что ладно, все наше, мы не пойдем, ничего. Естественно, она думала, что она себе как-то там пригробастает, все. Мало того, что она свистнула втихую деньги, которые она, естественно, будет возвращать с счетов отца. Она еще написала сестре, говорила о том, что нужно, как полгода пройдет, только тогда вступать в наследство, только после полугода. Сестра, конечно, такая, да, конечно, да, я знаю, вступим. Она реально думает, что она какие-то такие там тупые лохушки, что, мы сейчас полгода прошляпим, и она сейчас будет единственной наследницей, и все, и достанется. Но она пыталась так сделать, но у нее ни хрена не получилось, потому что у меня сестра сразу пришла, все сделала. Слава богу. У нас есть мозги. Мы не тупые, есть законы, есть интернет, есть юристы, есть консультации. То есть она просто своими хитрыми манипуляциями пытается как можно больше себе отжать. Но это вообще цирк. Самый прикол, что эта женщина не предоставила ни единого документа о собственности. То есть это все зарегистрировано, все везде есть. Нотариус у нее запросила документ, та включила дурочку. Нет единого документа, просто она пользуется сейчас машиной отца, как жена, пока она имеет право пользоваться. И как она катается без документов, у меня большой вопрос, что за бред? Но, короче говоря, пока что банк ВТБ не списал отцу кредит. То есть это мы сейчас будем выяснять, почему, потому что все ходили, естественно, я об этом сегодня утром говорила. Естественно, эта женщина, ей сказали, что вы можете унаследовать и кредит, а не только все плюшки. Она сразу нашла документы и побежала. Оказывается, она была 15 января была в банке ВТБ. То есть, понимаете, то есть документы у нее на по кредитам, по долгам, по всему резко нашлись, а на собственность, которая есть, не нашлись. У нас еще там, конечно, много-много интересного всплыло. Позже там еще расскажу вам. Сумма уже, которые украли с карточек нашего отца, уже более миллиона, это точно. И то есть, и эту женщину пытаются оправдать, сказать, что это он ей переводил, а он уже все по справкам, по всем документам был погибшим, как он ей переводил. И то есть такие факты того, что у него был с собой только кнопочный телефон. В те даты он был, даже если бы он был жив, он был бы на БЗ. То есть такие, странные вещи, которые пытаются оправдать просто мирно эту женщину. Так это странно все, конечно. Просто я не хочу, опять же, сказать, что какие-то суперплохие люди работают. Есть по-любому есть там в структурах люди, которые хорошо соображают, классно думают, просто нам попались, к сожалению, другие,
которые, скорее всего, не то чтобы глупые, они не хотят работать, и вот этим всем они пытаются с этой темы как бы спихнуть, слезнуть, чтобы, ну, никак вообще не работать, не проверять, не запрашивать. Мы подали 3-ю жалобу в прокуратуру, они продлили на 20 дней срок жалобы. Нотариус тоже на стороне этой женщины, как ни странно. Я не знаю, почему, с какого это боку вообще нотариус у нас как бы предвзятый или там человек, который заинтересован. У меня тоже такой крупный вопрос возникает. А может быть, она с этого там более миллиона дала взяток в прокуратуру, нотариусу, и поэтому ей все сходит с рук. Но почему коррупция в наше время-то существует? Тем более в маленьком городе, где, как бы, знаете, можно найти знакомые, подвязки и прочее, прочее. К сожалению, мне так не повезло. Как бы, вот. Вот у меня вот такие мысли закрадываются. Не знаю. О самом отце говорится всего несколько фраз, зато дочь участника СВО подчеркивает, что она сама является женой действующего участника СВО и падчерицей еще одного участника войны. У меня муж военнослужащий, например, вот, и отец вот погибший военнослужащий, все больше, а отчим у меня еще тоже военнослужащий. В принципе, больше у меня как таковых супер подвязок нету. Только я могу на это опираться на общественный резонанс и как бы переть, если так они не хотят. То есть, говорю, вот постараюсь сегодня-завтра собраться мыслями, эмоциями, спокойно рилс проговорить, выложить. Вот, и мы уже начали потихонечку просматривать, я начала какие-то телеканалы, куда вообще можно обратиться с этим. Вот, подумаем, потому что в Краснодаре пока у нас дело только запущено, даты пока заседания нету. Я очень надеюсь, что в Краснодаре адекватные люди работают. Мы пойдем к адекватному судье, напихают там в прокуратуре, и все будет хорошо. Вот.